Вот она, наша речка Сойва. Зимой и летом одним цветом. Вот Роман, помощник мой. Приехал студент, сынок. Помаши рукой папе. Вот это наша Сойва, которая всю зиму не замерзает толком. Мы сейчас поедем вон туда ловить живцов. Там наши ловушки, там ямка. Попробуем на удочку, может, что клюнет. Как-то вот так. Вот. Здесь спал рябчик. Спал, покакал и улетел. Ромка уже утоптал вперед. А мы вот идем сзади. К нему не зарастет народная тропа. С этой ямки с ранней осени до поздней весны эта тропа постоянно натаптывается рыбаками. Каждый ходит сюда в надежде на клев. Ну что, иногда здесь даже клюет очень неплохо. Правда, харю здесь мелкий, что мне не нравится здесь ловить. Так бывает. Окунь здесь клюет неплохо. Ёрш бывает крупный. Хариуса здесь. Хотя бывает, говорят, крупный хариус, но я его не видел. Ну вот мы и на месте. Там еще открыто все. Ага, вон вода. Вода, кругом вода. Там тоже открыто. Роман. Вот там зверь бегал какой-то, наверное, выдра. След. Здесь они живут, потому что все открыто всю зиму. Так, здесь наши ловушки. Там еще ловушки, 2 штуки. А пока мы попробуем перейти на тот берег, если сможем. Лед здесь опасный, тонкий, но зато там есть возможность поймать окушков. Может, хорюски поклюют. Посмотрим. Ну что, Роман, начнем. Попытаемся перейти эту речку. Переход Суворова через Альпы. Только мы не Суворовы. Переход Растворова через Сойву. Лед здесь опасный очень. Он сегодня может быть твердый. Завтра потепление. Подмыло, размыло. И все. Льда нет. Вот кто-то прошел когда-то. О, уже протыкается. Ага. Все, нету льда уже. Блин, что делаем? Потихоньку пока идем. Ты далеко не отставай, папе хоть бур подашь. Если сразу течением не унесет. Блин, протыкается с одного раза.
Речка Гнилушка, блин. Еще видишь, снег падает. Под снегом не промерзает ни хрена. В сторону только не наступай. Здесь вода теплая, течение сильное. Лед только здесь на ямке и там в тиховоде. Более или менее. А там, где течение идет, сегодня замерз. Завтра снежком подсыпало. Он растаял. И так всю зиму. Морозы замерзают. В метель. Когда снежком шубу сделают на этот лед, тает обратно. По нескольку раз за зиму. Замерзает, размерзает. Так, близко не подходи. Пока идем. Самое интересное, когда снега не было, и оно здесь замерзло, мы на раз-два эту речку перебегали. Лед был сантиметров 5, где-то 7, может быть, даже. Снега не было, были морозы, и он замерз. Но потом замело все это снегом, и все растаяло. У меня даже лопата осталась на том берегу. Но звук уже другой. Бум-бум. Слышно, что лед тонкий. Бум. Бум. Когда лед толстый, звук глухой. Просто как когда он тонкий, бум, отдается аж по ногам все. Но сейчас хоть воды нету, верхняя вода подмерзла. Благодаря этому, ну, снег, сырой снег замерз. Неделю назад здесь была каша. По каше бы я, конечно, ни в какую бы не пошел. Потому что идешь по каше, не знаешь, что там под этой кашей. И смысл пешней втыкать. Так ясно, что лед тонкий, так он еще и рыхлый. Так, еще немного. Еще чуть-чуть. Что, рискнем? Вода просачивает. Надо открыть, чтобы вода вышла, намерзла. Страшно? Бум. Блин, купаться-то неохота. Уже прошел. Иду на свой страх и риск. Я даже сильно... А, здесь лед уже более-менее. Вот этот участок вообще говно. Даже с пол тычка пробивается.
А здесь уже звук другой. Ну-ка, след, Ром. Аккуратно. Стой. Опа, тоже звук какой-то не нравится. Совсем чуть-чуть осталось. Здесь-то лед толще должен быть. Опа, ага, толще. Ни хрена он не толще. Блин, тоже проваливает. Да ёпарасоте. Не пойму, здесь он двуслойный или однослойный. Вишня толстая. Неудобно. Нет, однослойный. Еще и гнилой. Твою дивизию. Куда мы идем, а? Бляха-муха. Прошли жить почти уже. Чуть-чуть осталось. Хрюк. Хрюк. Какой-то смертник ходил, и мы за ним идем, блин. Если бы не этот снежок, хоть подзамерзло бы хоть. Ёпрасоте. Все протыкается с одного раза. Куда мы идем, блин? Ой. Вроде начинает хрустеть. Блин, чуть-чуть осталось. Были б лыжи. Я сегодня довыделываюсь, я, наверное, точно искупаться хочу. И главное, если я провалюсь близко, не подходи. Ой. Вот сама тропа чуть-чуть промерзшая. Слева-право. Все. Тут вообще ничего нет уже. Ну так нечестно, а. Вон же уже, блин, 10 метров осталось. Не, пошли-ка друг обратно. Что-то так. Пробурились. Рома еще бурится. Достаю свою любимую блесенку. Вот она какая. Нужно. Там возьми маленькая мормышка есть, типа золотой. Попробуй на нее.
Может, на ведро сесть удобнее будет, Ром. Все, нашли дно. Сейчас попробуем. О! Окушок. Без так, ничего. Решил вот пробуриться. Бурюсь, смотрю, черная точка. Что-то интересное. Сейчас увеличим. Попробую понять, кто там. Похоже, кто-то ныряет. Это птичка. Главное, она под лед почему-то ныряет. Что-то клюет. Интересная птица. Кто знает. О, нырк. Вы заметили? Нырнула, вынырнула. Если вы знаете, что это за птица, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду знать. Другие будут знать. Я такое вижу впервые. Чтобы птица ныряла нырк. О, это же не утка. О, вынырнула. Интересные дела. Это даже очень интересно. Так что пишите, друзья, что это за чудо уже такое. 15 минут 12. На удочку мы поймали штук 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 или 7 окушков, 2 ёршика и одного малька. Теперь будем смотреть, что нам покажет. Снимай. Съемка идет. Что наши ловушки покажут. Смотрим наши ловушечки. Ловушечки стояли они где-то около недели. С того раза, как я их закинул, не проверял еще. А посмотрим. Так. Что у нас на маленьких ловушечках? Мусор вижу. Траву вижу. Малявок немного вижу здесь в одной. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще одна там. 9. Все. 9 штук здесь только. Вот с такой 9 штук. Не хочет сюда лезть. Так сказать, вымываем. Все же потом зальем. Здесь ставить тоже вымоем. Так, здесь у нас штук 30, наверное. Вот. И помельче малявка тут. Малек помельче. Так, смотрим у нас, что в больших баллонах. Большие баллоны.
самые большие. Что-то есть. Маловато, правда. Тут у нас где-то штук 20 есть. Что-то, видать, с места много, да. Тут где-то штук 40. Вот. Коронка засними, что мы поймали. Штук 100, как минимум, да? Штук 150 может быть. Ну, попробуем поймать их на сачок. О! Поймали штук 20. Ну-ка. Километр там подо льдом, но они боятся сачок есть. Так, еще попробуем. Вдруг. Мы их и на удочку, и на ловушку, и на сачок. По-всякому пробуем. Вода была грязная, а с комбикормом они быстро стухнут. Решил поменять водичку. Вот их сколько тут. Штук 200, наверное. Так, ну что, проверяем. Еще 2 баночки. В другой луночке. Здесь результат вроде бы получше. Вымываем старые отроги. Вон, можете сами видеть, сколько здесь мальков. Штук 50, не меньше.
Блин, груз не закрепленный. Не дает малькам вываливаться. Давит их. Недоработка. Елок, макарек. Так, все. И наша новая ловушка. Вон сколько она поймала. Штук 100, не меньше. Мальки отборные, крупные, красотень. Запас есть. Сейчас мы их сегодня вечером довезем до речки. Кинем в тюрьму. И на недельку опять запас будет. Так, эти две ловушки кинем тоже сюда. Здесь малька побольше. Ну вот и все. Вот. Хорюзок попал. На малявку. Хищник любит малька.